Вийшла на танці, у другому селі музики грали аж до ранку. Вийшла на танці, у другому селі музики грали аж до ранку. Вийшла на танці, танці. Вийшла на танці, танці. Вийшла на танці, танці. Вийшла на танці, танці. Мила моя, люба моя, мила моя, люба моя, спати мені не хочеться, і сон мене не бере, та нікому. Ну что ж, хлопцы, шире бонжур, с вами я, снова Арнольдыч. К сожалению, опять сегодня без Францича, потому что Францич у нас не выездной по некоторым политическим причинам, и аграрно-техническим и прочим. Вот. А я рвану трохи у польские такие Татры, это местечко Недице, практически на границе с Словакией, как бы расповесть вам про очередный автомобиль. Ну, пару слов я как бы хотел сказать для своих подписчиков. Хлопцы, очень мне стыдно, что я вас мариную, як грибы в бочонку, те огурки в бочонку, да, что долго что-то не выпускаю, долго там морожу, нечто тяну. Но я клянусь, что всегда буду работать над качеством своих обзоров, да. И все у меня от чистого сердца. Я снимаю под настроение. Не хочу вам показывать всякое шило, абы что, там каждые 3 дни лепить некий обзор, там, абы лишь бы дать что-то там показать. Потому что, ну, а что рассказывать, когда, ну, нема на души настрою, там, и сегодня настрой появился. И тем более такая природа, горы вокруг, горная речка шумит там, и, ну, в целом добро все. Я бы хотел вам сегодня расповесть про Ford Focus 3-го поколения, хлопцы. Ну что ж, пойдемте. Арнольдыч мобилем. Это мой личный автомобиль. Давайте для начала криху пару слов. Почему именно Ford, Арнольдыч, ты купил? Ты же хвалишь ВАГ, у тебя ВАГ. Да от нищеты ты купил, хлопцы. Потому что ВАГ, ну сами вот пораскиньте мозгами. У Арнольдыча были некие финансовые затраты, там я кое-какой проект важный для життя организовал. Там, ну нужно, да, сами понимаете, все-таки уже не подросток, мужик, надо о чем-то думать, там, о жилье и так далее. 4-летний немец по нынешним временам это только 7-8 тысяч долларов за растаможку отдать, а это уже, конечно, больно. Той самый таможенный союз, хлопцы, загнал нас с вами в такую ситуацию, когда мы вынуждены уже выбирать не сердцем, а разумом. Может это и лепше, я не ведаю. Но лично для меня стал сложный вопрос. Продать свою аудюшечку, потом другую аудюшечку, на которой тоже ездил, да, вы бачили, я показывал. Добрые были машинки, добрые вообще. До сих пор сердце болит очень по C5, по черепашечке. Болит сердце, честно говоря, как вспомню, аж слеза наворачивается, скупая слеза, вот мужская, она по щеке течет и сразу уходит, как в сухую землю. Ну все ж, стал выбор, что брать, куда кинуться, як, куда? Дизельные машины, какие на рынке сейчас есть, они трупы практически. Я с вами, ну, как бы точно вам говорю, что это уже очень мало чего. С Германии пригонять по финансам не тянул. Немцев никакого кризиса нема. У них тачки хорошие, как стоили, так и стоят. И оно нормально становится 25-26 тысяч что-то пригнать. Более-менее прилично, если это концерн ВАГ. Не дай бог Volkswagen, конечно. Об этом я когда-нибудь расскажу вам. Какие у меня были муки когда-то с Тураном дизельным, я с ним хлебался. Это другая машина совершенно. Я говорю про Audi. Почему Focus? Я начал изучать, сравнивать. Opel Astra с двигателем Ecotec, Skoda Octavia, да, CFNA, вот этот двигатель 1.6, тоже такие, так себе на самом деле. Проблемы есть. И что там? У Шкоде 30% стоимости это от ВАГа стоит. Хотя Шкода, я считаю, является хорошей версией, добротной версией Volkswagen. Вот, честно, это мое мнение. Мне Шкода больше нравится. Але Шкода по грошам больше была. И тут я успомнив, колись у моего сябра був Ford Focus першого поколения, який тільки змінив Ford Escort. І тут я вспомнив, у нього був прекрасний двигатель 1.6, 105 лошадиных сил. И тут я начал копать. И оказывается, на 2014 году, вот эта машина, 2014 года, пробег ей на данный момент 30 тысяч, все натоптал Арнольдыч, она новая была. Вот. Значит, 1.6, 105 кобыл, той самый старинный древний двигатель. Да, он, конечно, динамики его нема, это недостаток, согласен. Вот, тест-драйве, я думаю, это вы увидите, покажу вам.
Но у него есть надежность, неприхотливость, сервисное обслуживание я делаю, як по часам, у меня все книжки, документы на сервисном центре, все, машинка в идеальном состоянии. И самое, что интересно, я точно уверен, эта машина 200 тысяч точно проходит без проблем. Двигатель очень простой и надежный. Вот таким образом я пришел к Ford Focus. Не от того, что там я как-то по внешности супер-мега его выбирал, там, да? Хотя внешность, честно говоря, меня не вызывает отвращения, не вызывает. Я выбирал уже головой. Я знал, что мне нужна машина на каждый день, экономичная, практичная. Вот. Ну, практичность, конечно, практичность очень спорная. Сейчас ляпнул, конечно, про практичность, что это все-таки хэтчбэк. Универсала я, к сожалению, не нашел тогда на тот момент. Хотя, конечно, душа Арнольдича просила универсала. Потому что, ну, универсальчик, сами знаете, это ж, как говорится, и холодильник упихнешь, и где-то у лесу переночевать не надо, палатку ставить в универсал. Лег, ноги вытянул, и красота. Храпишь себе под звездами, как парень. Ну, суть не в этом. Но, коль уж перст судьбы, так скажем, и воля Арнольдича пала на этот автомобиль, давайте его трохи разнесем. Вот, в хорошем смысле этого слова. Хотя есть чудный автомобиль, вы знаете про Ford Focus, что Ford Focus это волшебный автомобиль. Да, давайте я вам расскажу, что продається хлопець Ford Focus, садится к нему покупатель потенциальный, и они едут, и он ему говорит, продавец, а бачишь столб? И он говорит, да, закрой глаза, сейчас мы про него проедем. Ну, хлопец на пассажирском сиденье, закрывая глаза, ну, водитель, естественно, он же не елупень, он, объезжая столб, говорит, открывай. То открыл глаза, о, проехали, чудо. Покупает автомобиль в этот же день, без проблем, все. Насаживая полную кодлу, цыган, друзей своих, все, 8 человек пихнулись в эту консервную банку, едут. И он бачит столб и говорит, хлопцы, Ford Focus это волшебный автомобиль, давайте, я вам покажу фокус. Закрывайте глаза, сейчас сквозь столб проедем. Все закрывают глаза, включая водителя, естественно, на полном ходу шарашиваются в этот столб, то и в больнице прочинается со словами, якая сволочь глаза не закрыла. Автомобиль, конечно, не волшебный. Столб он не преодолеет. Да и я, хлопцы, не Копперфильд. Я всего лишь навсего Арнольдич. Итак, пройдемся по внешности. А внешность у него замечательная. Огромные, большие, красивые фары головного света. Без линзованной оптики, согласен, но с дефлекторами. Могу вам ответственно сказать, по ночам много езжу, свет головной с галогеновыми фарами прекрасный. Я не занимаюсь никогда колхозом. Я не ставлю никогда ксенон, биксенон китайский. Это штатные фары, сюда не приспособлен ксенон. Я не рекомендую никому ставить ксенон в обычные фары, которые не оборудованы специальной колбой для ксенона, омывателем фар и так далее. Вы только спортите хорошую заводскую оптику, потому что, ну, лучше, чем на заводе, вы не доработаете. Не майтесь дурью, не надо этих иллюзий российских, что поставить ксенон, затонировать лучше, чем на заводе, никто не придумает, потому что это третье поколение Фокуса. Американцы очень серьезно думали над этим автомобилем, это третье поколение. Тут продумано очень хорошо. Противотуманная оптика, кстати, тоже прекрасно выполнена на самом деле. Она дает очень хорошее освещение, туман, действительно, светит низко, правильно стелится все, то есть грамотно. И вообще, в целом, мне нравится исполнение этого автомобиля. Лобовое стекло огромное, действительно, классная обзорность. Я очень кайфую от этого лобового стекла. Большие зеркала боковые с полторателями поворотов. Ну, то есть это уже все-таки элементы пассивной безопасности, чтобы полторашку сзади было видно. Но, так скажем, немного понту есть, да, в этом всем. Это прикольно. В целом, знаете, наверное, больше так вот и нечего, чтобы сказать. Ну, 16-е колеса стоять, ну так, все. Это заводские, это родные колеса, еще 16-е, что тут, Michelin Energy Saver стоит, хорошая резина. Вот. Пару слов про все-таки сборку. Не сборку. Это кёльнский автомобиль. Это не Россия, это Кёльн. Но я видел российские, и они от кёльнского ничем не отличаются. Вообще ничем. Потому что, поймите, машины собирает робот, не человек. Собираются не из одних и тех же деталей. И вообще Ford Focus собирается по всему миру. Его производитель и маркетологи американские задумывали, кстати, не глупые люди. Я с Задорновым вот тут не соглашусь, что они тупые. Ну, не тупые на самом деле. Они далеко не тупые американцы. Вот. Задумался как глобальный автомобиль. Мировой. Поэтому логистика была продумана, сборка была продумана почти во всех странах мира. Ну, много где его собирают, на самом деле, не только в России, в Германии, в России, в Штатах, там, в Мексике, по-моему, где-то еще его клепают. В общем, много где, и он практически везде одинаковый. Вот. Давайте вот такие фишечки я вам покажу, которые Ford интересные придумал по внешности этого автомобиля, на самом деле. Мне кажется, тут есть некоторые передовые решения, которых нет ни у одного другого концерна, в том числе горячо моим любимого ВАГа.
Ну, первая, самая интересная фишка, на самом деле, какая тут есть, я вообще балдею от нее, честно говоря. Я не понимаю, почему другие производители не могут впилить то же самое. Просто стырить у Форда. Ну, стырите, вы уже стырите. Форд не вобить, Форд не обидится. Это, конечно, лючок бензобака, на самом деле, который простым нажатием пхнул, хопа, открылся, и не нужно ничего мурыжиться, там нема ничего. Все, пистолет вставляется, и ты заправляешься. Никаких проблем немає. Вот, это мне очень нравится, на самом деле. Тут молодцы. Решение очень интересное. По, так скажем, боковой части автомобиля, да, мне нравится все-таки решение с пластиком, да. Резина очень крепкая, хороший пластик, який не зацарапывается, на самом деле, мне нравится. Он такой чуть-чуть глянцевый, но без царапок. То есть, хотя уже машине 2 года, да. Большие очень ручки, открывание дверей, мне это тоже, честно говоря, очень превалирует. Я, ну, не знаю, мне нравится, когда есть за что схватиться, и, так сказать, у бабы и у автомобиля. Ну, это честно вам хочу сказать, да. То есть мне нравится, когда ручечка и, так скажем, хваткая и емкая, тяжелая. Плюс пластиковый порог полностью. Он пластиковый, притом он крепкий, он не ходит шандыр-мандыр, он действительно такой литой. Это вам дополнительно что сделает? У меня в Audi была проблема. Постоянно сбивала краску с этих порогов пластиковых. Порог был пластиковый в Audi на самом деле. И он был покрашен. Вот, но постоянно пескоструило, постоянно, то лак снимет, то еще что-нибудь, постоянно надо красить, потому что, ну, некрасиво. Здесь они решили, они сделали грубый матовый пластик, ну, и смотрится на самом деле нормально, потому что он повторяет нижние кантики тоже бамперов. И, так скажем, ну, эстетическая красота всегда будет присутствовать с вами. Большой, конечно, вопрос, что будет лет через 10. Может, оно выгорит этот пластик до белого цвета. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что все будет нормально. Давайте глянем, что там наколдовали сзади инженеры Ford. Ну и маркетологи в том числе. А на самом деле никаких таких супер-мега изысков Ford не придумал, потому что в целом автомобиль-то, ну, так скажем, не премиального сегмента, это обычный повседневный автомобиль, у котором, ну, как бы, не должно быть, ну, поднимаешься спойлеров там неких, еще чего-то, вот. Но все же, я, конечно, хочу такую большую пятюню выдать Форду за вот эти фары, вот. Они очень красивые, на самом деле, и они в темноте классно светятся, красиво очень, действительно. Большая, очень информативная для сзади идущих автомобилей оптика, вот. За вот этот интересный спойлерок, который здесь есть, он является частью крышки. Вот, очень интересно выполнен этот спойлер, действительно очень стильно, интересный, ну, на самом деле хорошее решение, на мой взгляд, да. Вот, и за массивный бампер, который очень дополняет все это дело. То есть ничего как-то так не теряется, не съедается, то есть, ну, вот мне нравятся вот дизайнерские решения, действительно нравится. Нравится. Отвага, конечно, они отличные, капитально отличная. Есть какая-то дутость, есть что-то вот такое. И этот автомобиль, он, конечно же, он внешне кажется действительно очень больше, чем он есть на самом деле, особенно внутри. Вот. Я не скажу, что он маленький, что мало в нем места, но внутри, конечно же, есть спорные моменты. Есть спорные моменты, о яких бы я вам сейчас хотел бы расповесить дополнительно, хлопцы. В принципе, из таких нареканий, которые часто встречаются по этому автомобилю, это вот про этот вот горбик, на котором находится как раз-таки включение ближнего там света, подфарников и корректировка фар. Вот таким вот образом она осуществляется, да. Также здесь включаются противотуманочки и регулируется уровень подсветки непосредственно приборов бортовых, да. У меня этой проблемы, честно говоря, никогда не возникало. Я никогда не цеплял этот горб, когда вылазил, залазил, я не знаю почему. Но вот по этому горбу у меня есть вопросы. Он так вынесен здесь. Вот эту вот улыбку унаследовал Ford от первого фокуса. Здесь такая у них была улыбка такая большая, да. Но здесь Ford пошел дальше. Он вынес такую центральную консоль, как делается вот в Лексусах, в заднеприводных автомобилях или полноприводных дорогих. Вот эта центральная вся эта консоль, она очень высоко, и рычаг кулисы переключения передач тоже так высоко поднят. То есть это очень, честно говоря, удобно на самом деле, да. И автомобиль уже из-за этого выглядит дорого. По дополнительным функциям, что здесь в этом автомобиле есть, на самом деле, в принципе, здесь есть базовый пакет, ну, это стеклоподъемник и регулировка зеркал. Подогрев лобового стекла, здесь установлена отдельная кнопка, он включается, да. Крутелки здесь именно, климат-контроля нема, здесь есть кондиционер, air conditioner. И, в принципе, они на классических барашках выполнены. Но я могу сказать, что эти барашки, они, в принципе, уписываются сюда по дизайну. Не убого выглядит, не убого. Магнитола, ну, такую россыпь кнопок, честно говоря, я мало где встречал.
И меня это немножко тревожит, да. То есть столько много кнопок, которые можно было бы вот эту всю кучу заменить одной кнопкой, да. CD, радио, AUX, Sound, меню. Тут можно было как минимум 4 кнопки заменить одной кнопкой. Ну, почему так сделано, непонятно. В любом случае, все дублируется с руля, и вы можете спокойненько, да, то есть вы можете спокойненько на руле управлять магнитолкой, мод менять именно источник, это или флешечка, или радио, или CD и так далее. А здесь уже управляются системы бортового компьютера. Управляются там пробеги, сбрасываются и так далее, и так далее, и так далее. Часто жалуются на этот автомобиль люди, что тут вот эта вся вот область, она вся активная, это все сигнал. Что там при нажатии на этой кнопке, вот я, смотрите, тисну, так сисну, что у них якобы сигнал срабатывает. На самом деле это неправда. Чтобы здесь сработал сигнал, надо так нормально натиснуть. А это, просто так оно не получится, на самом деле. Не получится. Это грех. Вот уже грешат, как бы. Здесь есть такое отделение для карточек. Да, очень интересно Ford сделал. На механической коробке очень удобно все, да. Даже когда вы первая, там, третья, все легко достается, даже без проблем. Но если это у вас будет автоматическая коробка, вы у положении Drive вы не достанете карточки. Нужно у парк будет переводить и потом уже доставать карточки. Явно тут, не подумал Ford. Не подумал. По бардачку. Бардачок действительно большой, глубокий, есть отделение специальное для хранения документов, кейс сверху такой, как салазочки вставляется, да, и все, в принципе, да, то есть свет есть, управление светом, кстати, не здесь почему-то, а вот здесь, но это такая версия, потому что я видел Форды, у которых свет управляется здесь. Здесь свет для водителей, для пассажира и для пассажира задней зоны то же самое, но там он включается только отсюда, вот не подумали тоже, но это комплектация такая, не богатая, так скажем. Регулировки руля по, значит, вертикали и по горизонтали, и они присутствуют, и они на самом деле удобные. Здесь я себе место нахожу. Сиденья только вперед-назад механические. Здесь то же самое, вот как в Туране было один в один. Механические, ручкой маслаешь, и крутелочка, как бы наклон спинки. Вот в принципе и все, на самом деле. Вот в принципе и все. Давайте глянем, як там сзади вообще сидится. Як там... ну что, кстати, интересно, подогрев сидений здесь устроен, вот тут вот, да. Но, как уже, кстати, говорил я неоднократно, тут раз, 0, раз, 2, 3, 4, 5 делений. 5 делений по лишнему опыту, на самом деле, можно ставить либо 2, либо 5. Все, остальное уже жопа разницы не чувствует, на самом деле, серьезно вам говорю. Вот, так что вот таким-то образом. Давайте глянем, что там сзади, як там сидится сзади. Вот так вот оставляем кресло, как я сидел, я хлопец крепкий на самом деле, да, высокий. Давайте глянем, як там сзади сидится. Ну что ж, утиснемся назад, то же самое. Сзади, кстати, интересная особенность, это все-таки маслаются эти самые веселки. Но на самом деле сзади у меня никто не ездит практически, да. То же самое по Форду могу отметить, что материалы изготовления карты задней двери и передней двери, они точно такие же, как и они одинаковые, идентичные абсолютно. То есть тут никто ничего не экономил, то же самое сделали. Пластик, конечно, твердый, но он не как скорлупа, он такой, тяжелый. Вот, конечно, местами что-то похрустывает, но при езде этого не ощущается, я могу сказать. Ну что, Ford, сзади, конечно, места мне, честно говоря, мало. Здесь какой-то дополнительный кармашек для хранения сделан. Здесь тоже кармашек для хранения. Но оно все пластиковое внизу. Будет греметь, шуршать. Не подумали. Тут сэкономили. Однозначно сэкономили. Плюс подлокотника. Як спереди, кстати, подлокотника, так и здесь на заднем диване нету. Диван задний разделен явно на 2 места. То есть тут 2 людям будет комфортно на самом деле, да. Вот. Но зато сделаны хорошие подголовники, то есть они грамотные, они высоко поднимаются и действительно держат подголовье. Место чуть-чуть есть у меня там на 2 ладони где-то, у меня там место над головой, вот сейчас вот сидячи, но не более того. То есть тут, скажем так, не до жиру, не разгуляешься. Что больше всего интересует любого белоруса, это, конечно же, багажник. Конечно, не самое главное в жизни, это багажник, я не об этом. Но у автомобиля наличие багажника, это немаловажно, является, так скажем, иногда поводом. И одной из ключевых особенностей автомобиля, почему его покупают. Конечно, багажник Фокуса это не его конек. Доступ в багажник осуществляется либо с ключа, открывается он, но сам не открывается, просто доступ, чтобы открыть, потянуть. Либо кнопочкой здесь, это молодцы. Тут подумали, сделали.
Ну вот, в принципе, и весь багажник. На самом деле он небольшой совершенно. Я бы сказал, что это, наверное, один из самых маленьких багажников в классе. У Гольфа багажник там больше, это точно вам говорю. У Opel Astra чуть-чуть больше. Это, наверное, самый маленький багажник в классе, да. То есть тут, в принципе, еще очень мало места. То есть внизу есть полноценная запасочка, полноценная абсолютно, с инструментами, да. И здесь сбоку ничего больше нету, никаких, только фонарик светит и все. Никаких больше дополнительных вариантов здесь нету. Вот. То есть, ну, мало места, действительно мало. То есть тут даже и сказать не о чем особо. Полочка это она сделана на тросиках, то есть, да. Но молодцы сделали что? Это ручки. Ручки закрывания с двух сторон. Тут Форду вообще хвала и честь на самом деле. При помощи этих ручек не нужно ковзать свои руки, они не будут у вас грязными, вы спокойненько. А крышка у хэтчбеки, естественно, засирается очень быстро. Особенно в такую погоду. Здесь у нас тут чуть ли не снег сегодня выпал. Вот. А я, кстати, на летней резине. Ну, не подумал. Просто не ожидал я 5 октября, что снег выпадет. Но так случилось. Две ручечки, это, и они нормально так закрывают этот багажник. И закрывается он очень мягко, так шлеп и все. Вот, в принципе, таким вот макаром. Про багажник это стыд этого автомобиля. Стыд, боль. Это такая кара некая. То есть, вроде как бы все отлично, а с багажником там, ну, як есть. Давайте глянем, что там у подкапотном пространстве. На 3-м поколении своей жизни Focus открывается теперь не вот этим вот чудным поднятием значка, а все-таки из салона. Да, и будет открываться у нас с вами капот. Вот таким макаром. Никакого, к сожалению, гидроупора здесь немає, поршня никакого. Могли бы, конечно, поставить, но есть как есть. Вот он, в принципе, этот вот чудный 1600 кубов, 105 лошадиных сил. Здесь установлен, кстати, это фазовый расширитель. Тут установлен, это видно, что он тут установлен. Классическая компоновка, да, аккумулятор, воздушный фильтр, блок реле, охлаждающая жидкость. Там тормозная, гидравлическая, этот самый тормозной цилиндр главный стоит, да. В принципе, все вот есть как есть, да. Конечно, тоже схалтурили. Ну, шумоизоляция. Шумоизоляция моторного отсека, кстати, тоже неплохо выполнена, я вам покажу. Вот, конечно, есть халтура. Есть халтура. Здесь, конечно, просилась резина дополнительно. Ее ставили вот только здесь почему-то. Но все равно, хоть установлена дилерская зашита двигателя металлическая, грязи тут тьма. Грязи тьма. В аудюхе такого никогда не было. Здесь все засирается, ну, конкретно, капитально. Все в песке, все в грязи. Вот это только резиночка и все. Зачем они сюда уклеили ее? И потому что, ну, сюда не продолжили, понятно, здесь открывание капота находится. Механизм, кстати, очень приятно работает, очень приятно открывается, щелк так аккуратненько. Вот. Двигатель сам по себе в легкой доступности, все довольно легко здесь, но двигатель, я бы не сказал, что он маленький, на самом деле он довольно большой. Двигатель довольно большой. Шум двигателя ошушается в салоне, ошушается, особенно на высоких оборотах, когда уже 3,5 и выше ошушается шум двигателя. Ну, так скажем, не Audi. Шумоизоляция не та, но як есть. И что из особенностей подкапотного пространства на самом деле? По замене лампочек в этих фарах. Это очень, ну, такая интересная. 2 болта откручивается и достается вся фара полностью. Очень легко на самом деле. Сзади открываются лючки, они герметичные, очень легко меняются лампочки. На самом деле сам вот без проблем вообще, очень удобно. Тут молодцы, подумали, хорошо зробили. Что скажи, Арнольдович, ты нам тут начесал нечто про двигатель, про свой. Все это, конечно, понятно, здорово и прекрасно. Автомобиль-то практически новый, и на самом деле тут говорить много нет смысла. А давайте, хлопцы, мы с вами прокатимся, потому что все достоинства ходовой части этого автомобиля, именно и настройки его подвески, это передняя Макферсон и задняя независимая подвеска, многорычажная, на самом деле это большой плюс, это не какая-то балка, на которой вас вихляет и так далее. Короткий ход амортизаторов, все эти достоинства, низкий центр тяжести можно оценить вот на этих самых горных дорожках, на которые мы сюда с вами и приехали. И всю красоту от управления этого автомобилем мы с вами сейчас испытаем, а я вам это покажу. Поехали! Все-таки про двигатель надо сказать, что это бывший двигатель ZTEC 1.6, 115 лошадиных сил. Точно такой же фордовский двигатель, о котором я вам говорил в начале обзора, что у моего сябра когда-то был такой двигатель. Я немножко схлущу, это не совсем такой двигатель. Той был ZTEC SE 115 кобыл, но суть не в том, это такой же двигатель конструктивно абсолютно. Здесь у этом двигателе Duratec, и он был ZTEC, стал Duratec. Евро 5
что, в принципе, экологические нормы задушили ему 10 лошадиных сил, поэтому вот получился он такой Duratec 105 лошадиных сил. Этот двигатель, в принципе, легко чипуется до 100. Ну, как бы, многие уверяют, что можно 140-150 коней ему сделать, но я думаю, что это бред. Но 125-130 коней можно с его выжить. Это просто чип тюнингом смены прошивки. Конечно, если изменить, я думаю, что если поколупаться у коробки, если поколупаться в механизме выпуска газов, да, то можно его раздуть до 140 и до 150, я думаю, до 160 можно его выжить. Ну, вопрос зачем? В принципе, он едет нормально. Надо быть честными. Когда у него включен кондиционер, он тянет слабовато. Он тянет действительно слабовато. Но если кондиционер выключен и, в принципе, нету больше никаких источников нагрузки на него, ну, то есть головной свет, это мы не считаем. Тут основной, на самом деле, действительно сильный просад, особенно летом в жару, ну, это кондиционер. Когда его врубаешь, все, сразу ты чувствуешь, как оно вот так вот, все, нема, ушел спать, понимаете? То есть это правда. И он действительно режет очень сильно кондиционер. Мощность этого автомобиля, ну, это кажется на самом деле у многих автомобилей. Я ездил як-то в Nissan Juke, у него такая же телега была. Кондиционер рубил, хлопец, 1.6 двигатель. Машина вообще ехать перестала. Вот, ну, это есть, это правда на самом деле. Но в целом по, так скажем, ходовым характеристикам автомобиля я не буду говорить сейчас про какую-то динамику. Динамики здесь совершенно никакой нету. Автомобиль плетется. Автомобиль, откровенно говоря, плетется. Ну як, вот сейчас, если на 4-й передаче 2500 оборотов, на педаль газа автомобиль реагирует очень остро, это правда. Но потом все, потеря идет мощности. То есть у него где-то на 3000 он подхватывает, на 3,5 потом все, он уже опять не едет. На 5-й передаче это так, это нужно выехать на трассу, набрать 110 км в час. Это комфортная скорость для этого автомобиля, я вам честно говорю. 110, 120 даже он едет по хорошей дороге, сбалансированной. По европейской, там, по польской дороге. Он едет хорошо. 120 км в час, и расход топлива у него не, так скажем, не заоблачный. Кстати, о расходе. На самом деле средний расход топлива в этом автомобиле в смешанном цикле составляет 6,8 литров 95-го бензина. Я не пробовал заливать 92-й, но производитель заверяет, что нужно лить только 95-й бензин. Об этом заявлено и на лючке бензобака. Об этом, в принципе, говорят и владельцы этих автомобилей на всевозможных форумах, яких, кстати, большая тьма. Ну что вот по езде? По езде хочется отметить, что автомобиль обладает хорошими двумя достоинствами, это правда. Это очень резкие тормоза, это правда. Он оттормаживается прекрасно на самом деле. То есть торможение в этом автомобиле прекрасное. Тормоза не вязкие. То есть у меня в той же Audi, ну, и не у той, и в другой Audi, и во многих других машинах тормоза вязкие, хотя они в прекрасном техническом состоянии. И диски, и колодки новые, тормозная обслужена, и главный тормозной цилиндр. Но это сама особенность тормозов. В этой машине тормоза очень острые. Она тормозит прекрасно. Второе прекрасное, на самом деле, особенность этого автомобиля, это для, наверное, в принципе, для любого, и для нового водителя, и для опытного, это очень острый руль. Рулится эта машина просто прекрасно. Она заходит в повороты, как будто бы вот по рельсам заплывает в них. Нету сильных кренов боковых. Ну, понятно, что у машины довольно сложная система подвески, на самом деле. Она многорычажная, но у той же Audi тоже сложная система. Но машину Audi сложно назвать управляемой. Ее кренит во все стороны постоянно. И это факт. То есть на ней сложно, вот на той же Аудюхе было сложно преодолевать препятствия, когда ты в лес въезжаешь, машину кренит, она вот так вот шатается и цепляет пузом всевозможные кочки, камни, особенно когда на дороге лежат в лесу, очень много, это проблема. На этой машине можно быть спокойным с этим. Миф этот про переднюю юбку, что слишком низкий свес, я бы назвал это всего лишь мифом на самом деле. И у Audi, у Renault, и у Mercedes есть и пониже в таком же классе. Volkswagen, наверное, и Skoda, да, у них действительно высокий клиренс передний. И у одноклассников высокий клиренс передний, именно по юбке по этой. И там, да, там более выигрышная ситуация. Но, честно вам хочу сказать, я пока еще на этом автомобиле ни в какие леса не ездил. И, наверное, вряд ли, потому что, ну, есть куча знакомых, у которых есть внедорожники. И на рыбалку, конечно, Арнольдыч на этом автомобиле не поедет на рыбалку, на самом деле. Это не рыбацкий вариант. Сюда, во-первых, ничего моего не влезет. Ни лодка не влезет сюда, ни, так скажем, ну,
Ну ничего, сюда пару спиннингов кинуть, пару банок пива положить, и ты у себя рыбалка. То есть автомобиль не для таких, скажем, дальних поездок, когда ты с собой много барахла берешь. Но вот если ехать куда-то по Европе на этом автомобиле, очень приятно. Стоит еще отметить, конечно, шумоизоляцию. На самом деле для его класса она выполнена на достойном уровне. Голова у меня после 800-900 километров пробега, голова у меня не болит в этой машине. То есть у меня нету головной боли, я чувствую себя нормально, у меня уши не гудят. Вот. Чего не скажешь о Рапиде или Поло на самом деле. Я 800 километров, конечно, не проезжал, ни на Рапиде, ни на Поло, но могу сказать точно, что голова через 20-30 минут уже гудеть начинает, потому что слышно все. Конечно, да, в этом машине слышно и дорогу слышно, и слышно вот двигатель. Сейчас, как я говорил, 2500, низкий гул пошел. Все, она уже гудит. Ей не хватает мощности. Вот мы в горку сейчас поднимаемся, такой уклон так градусов 30-40, но ей уже чувствуется. Но она едет. Она едет, она поднимается уверенно поднимается, но не хватает ей динамики. То есть динамики никакой нету. Она ползет. То есть этот автомобиль для того, чтобы просто комфортно ползать туды-сюды, туды-сюды. Драйверских никаких ощущений, кроме того, что, конечно, у нее очень острый руль на самом деле. То есть я контролирую дорогу. Вот дальше мы поднимаемся по серпантину. И, в принципе, можно отметить, что, конечно же, едется прекрасно. Едется прекрасно на этом автомобиле. То есть мне удобно, комфортно, руль не нагружает мне руки, что самое главное. Он не просится резко обратно вырваться. Мне не нужно сейчас прикладывать вот усилия кистями, чтобы его сдержать. Он действительно очень хорошо, информативно себя ведет, но при этом у него нету искусственной вот этой. Тут электроусилитель стоит, но нету искусственной легкости этой. То есть тяжесть в руле тоже чувствуется. То есть дорогу я чувствую, что немаловажно, особенно на таких дорогах, потому что когда излишняя легкость есть, это уже опасно. Можно попасть в неприятный момент на самом деле. И сейчас вот мы поднимаемся в горы такие, действительно, где уже вот тормозить приходится часто иногда, действительно, потому что дороги узкие. Одна колея туда, одна колея обратно. И очень часто, конечно, приходится на такие оказии попадать, как резкое торможение там, и так далее. То есть здесь вопросов с этим никаких нема. Автомобиль ведет себя прилично, спокойно, вменяемо, он контролируемый. Что самое главное. Ну, конечно, для идиотов всевозможных сразу хочется сказать, что это пятиступенчатая коробка передач. И вот на таких дорогах пятую не надо включать. Можно включить, но она будет еле тарахтеть, куда-то подниматься. Но сейчас четвертая передача, это ее. Вот на четвертой на самом деле нормально. То есть я еду, но динамики нет. Я уже говорил об этом. Но я вам честно признавался во многих обзорах, что динамичная езда это не мое, я не любитель гонок, я не любитель этих состязаний, я не любитель сношать свой автомобиль, давать ему под хвост и в гриву, чтобы всем хвастаться, что я разгонялся там до 200 и некого делал, а как потом продавать убитый, ушатанный автомобиль. Я привык спокойно ездить. Братья, какая красота. Снежок в горах лежит. В горах уже снежок. Сегодня 6 октября, вчера 5 выпал снег, что, конечно, очень интересно. Я такого не бачу, что, честно говоря, как 5 или 6 октября лежал снег. Ну вот каким-то таким образом. Так что я не стану тут в этом видео, это мой автомобиль, я не стану в этом видео агитировать, покупать такой автомобиль, не покупать такой автомобиль. Я вам объяснил свои мотивы, почему я выбрал именно этот автомобиль. Я считаю, что моих мотивов вполне должно быть достаточно, чтобы вы поняли, почему я купил этот автомобиль. Вот. Сравнивать его с другими автомобилями я не буду, потому что, опять же, это будет предвзято. Предвзято, потому что уже это все-таки моя машина. Я, конечно, скажу, что Opel Astra я бы не купил бы, Golf не купил бы, хотя те же гроши абсолютно можно было бы, но не лежала душа действительно как-то. Ну и плюс я понимал прекрасно, что экотековский движок не лучший вариант, что ваговский TSI, TFSI это не лучший вариант на самом деле. Вот, что УВАГа для меня, я вам честно говорю, у меня УВАГа на данный момент времени, это мое личное. То есть я не как технический эксперт сейчас говорю. Лично я вам заявляю, что у меня есть УВАГа только один двигатель, 2.0 турбодизель. Все, вариации его 170 кобыл, там 145, 147, 150 и больше уже нет. Все, топовый там максимум 170 кобыл, я бы брал такие двигатели. Все остальное я бы уже не стал. Ну и корейцы трохи дизельные. Там, да, вот тут знакомый у меня купил Hyundai Sportage предыдущего поколения, 2.0 турбодизель, знаете, ездите и пока все хорошо, но этом позже. Вот. Так что, хлопцы, это, наверное, про машину это все. Но сейчас хотел бы, конечно, сказать вам пару слов о Польше. Все-таки мы приехали в Польшу.
Польша и Польша, как бы, да, ну, тут что сказать, ну, страна, соседка, как бы, да. Но с дорогами, конечно, у них беда. Беда. Ох, какая красота. С дорогами беда у поляков. Чему? Потому что дороги узкие. Таких вот скоростных магистралей, як у нас, поляки не мають. Нема у них таких дорог. Ездят они на самом деле очень аккуратно, медленно, размеренно, спокойно. Вот. И очень много, когда здарение какое-то дорожное, вот мы попадали так много раз. Все, не стоять колом, и 2 часа может движение стоять, и вам нужно непонятно куда ехать в объезд. Ну, это, конечно, очень сильно утомляет, на самом деле, такие поездки. Вот. А так, в целом, ну, культура вождения довольно высокая у поляков, они всегда уступают, всегда пропускают, когда видят особенно белорусские номера, и вообще они к белорусам на самом деле очень хорошо относятся. Вот. Автопарк польский, ну, вот. И он простой, на самом деле, никаких супер-мега тут автомобилей не мають, они на майбахах не разъезжают, они живут скромно и спокойно. На что человеку хватает, на то он и покупает. Поляки, мне нравится у них то, что они не стремятся всем своим естеством показать, что они, ну, там, в доходах, в заработке, в золоте все. Нет, они живут довольно скромно, живут по средствам и ездить на старых Шкодах, и Опелей старых, и Гольф 4 у Кракове я бачу. 4-й Гольф 98-го года в идеальном состоянии. Он на немецких транзитах, его поляк не пригнал с Германии сейчас. В таком состоянии машина была просто вообще лялька. Ну, як-то вот так вот. Так что, хлопцы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.